Поддержка предпринимателей, ремонт авиатехники, единовременные выплаты семьям с детьми, покрывающие расходы на занятия спортом. Об этом не только говорили сегодня депутаты. Завтра последнее в этом году заседание Комипарламента. О самом главном Анна Зубарева. Один из основных законопроектов, который будет рассмотрен завтра – освобождение от налога на имущество за 2022 год предпринимателей лесной отрасли. Именно тех, которые занимаются деревообработкой и экспортом своей продукции. В условиях внешнего санкционного давления льгота как стимул к развитию. Выпадающие из республиканского бюджета будет 44 миллиона. Это направлено на то, чтобы эти предприятия все-таки увеличили инвестиции в свою отрасль и свои предприятия. И связано с тем, что высокие достаточно экспортные пошлины и компенсируем эти пошлины. Следующий ключевой вопрос – выделение 380 миллионов Комиавиатрансу на закупку оборудования, которое так необходимо для пассажирских перевозок, и ремонт 6 вертолетов, хотя ранее предполагалось потратить деньги на другое воздушное судно. Деньги были заложены на покупку нового самолета, но в связи с современной ситуацией, во-первых, не так легко купить сейчас самолет, плюс все-таки еще раз Министерство экономического развития и промышленности проанализировало ситуацию. Для республики будет выгоднее сейчас отремонтировать вертолеты, потому что вертолеты являются более сейчас необходимыми с точки зрения и доставки жителей, и медицинских возможностей, и также способ зарабатывания для республиканского бюджета. 2022 показал эффективность закона о наказах избирателей. Работу планируется продолжить в следующем. 66 наказов на 75 миллионов рублей. Благоустройство территории, ремонт дорог и соцобъектов, строительство детских и спортивных площадок. Участвуют все 15 избирательных округов. Еще один вопрос – проверка законности и эффективности использования бюджетных средств. Контрольно-счетная палата проверит новый садик в столичном местечке Кочпанчит. Интернаты в Кунибе и Тютюках, резервный фонд правительства Коми, агентство по развитию туризма и как муниципалитеты работают с безнадзорными животными. А вот Комитет по социальной политике рассматривает закон о дополнительных выплатах детям-сиротам. Если в общеобразовательной или в основной школе, то есть в основной или в средней школе, ребенок по какой-то причине лишился родителей или единственного родителя, то он переходит на полное государственное обеспечение до завершения обучения в школе. Если же в профобразовательном учреждении студент обучился на коммерческой основе и лишился обоих родителей или единственного родителя, он имеет право перейти с платного обучения на бесплатное. Также расширяется перечень направлений использования материнского капитала. Единовременную выплату в 25 тысяч рублей можно потратить на физкультурно-оздоровительные услуги. Я считаю, что это очень правильное решение. Были обращения к нам, к депутатам в Государственный совет, именно от родителей, которые очень серьезно занимаются спортом. Спорт – это дорогостоящее удовольствие и направление семейного бюджета. Поэтому я считаю, что перед Новым годом такой законопроект будет кстати. Проект закона о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, инициировали депутаты-единороссы. Анна Зубарева, Олег Костромин, телеканал Юрган.